وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. Лечение и защита от порнозависимости. Зина, прелюбодеяние – это не только половая связь, это также и прелюбодеяние руки, которой прикасаетесь к тому, что запрещено, прелюбодеяние глаз, смотрящих на запретное. Мусульманину запрещено стремиться к вещам, ведущим к прелюбодеянию, таких как поцелуй, прикосновение и взгляд на запретное, так как все эти вещи являются харамом и приводят к еще большему злу, как прелюбодеяние. Аллах говорит: «И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это мерзость и скверно, как путь». Смотреть на то, что запрещено, является одним из стрел сатаны, которая ведет человека к гибели, даже если он не делал этого преднамеренно в первый раз. Аллах говорит: «И скажи верующим мужчинам, пусть они опускают свои взоры от взгляда на запрещенные вещи, и пусть берегут свои органы от прелюбодеяния и мужеложства. Это чище для них, поистине Аллах сведущ в том, что они делают». Аллах говорит: «И скажи верующим женщинам, пусть они опускают свои взоры от взгляда на запрещенные вещи, и пусть берегут свои органы от прелюбодеяния». Обратите внимание, как Аллах в этих аятах связывает опускание взора с защитой половых органов, и то, что опускание взора упоминается первым, то есть до защиты половых органов, потому что взгляд влияет на сердце. Порнозависящие страдают психическим, эмоциональным и физическим расстройством. Но это можно преодолеть в сочетании с лечением, ограничением интернета, утверждением, ответственностью и исследованиями. Некоторые люди думают, что порнозависимость неизлечима. Это неправда. Доказательство тому, что большинство порнозависящих отказываются от этого злого увлечения. Излечение достигается следующим: всевозможным исключением просмотра порно, отказ от поведения, имитирующего порнографию, отказ от интернета, отказ от фантазирования, отказ от друзей, говорящих о порнографии. Человеческий мозг устроен так, что находит противоположный пол привлекательным, поэтому, когда в порнографии показывают женщин в таком свете, конечно, у вас будет выброс дофамина. Поэтому нам нужно понять, как нас вовлекают в зависимость, какие методы используют и что происходит. У многих порнозависящих жизнь бывает пустой, и это является причиной их стремления к этим пристрастиям. Но с полноценной альтернативой вы можете победить эти пристрастия. Ислам предусматривает целостные рамки в отношении порнозависимости, в которых развивается наше сознание с интеллектом и знаниями, которые нам даны. Мы развиваем свое тело, сохраняя в нем баланс. Мы развиваем душу посредством зикра, поминания Аллаха и размышлением об Аллахе и Его творении, а также нашей ответственностью перед Творцом и осознанием того, что будем отчитаны за свои деяния. Мы развиваем благоприятные социальные сети через сообщество братьев и сестер, а также посредством позитивных семейных связей. Искреннее покаяние Всевышнему – это целый процесс перезагрузки, потому что это меняет удовольствие на боль от осознания тобою ослушания Аллаха. Ваше счастье только лишь в покорности Аллаху, а не счастье в ослушании Аллаха. Условия раскаяния таковы. Первое. Вы ненавидите грех и испытываете отвращение к нему. Вы немедленно оставляете греховное и не медлите с раскаянием, а наоборот действуете сразу же. Второе. Отдаляетесь и отрезаете все пути к вещам, которые могут вернуть вас к греховному. То есть, друзья, времяпрепровождение перед компьютером в одиночестве, просмотр любой вещи, способной привести вас к порнографии. Третье. Посланник Аллаха сказал, мир ему и благословение Аллаха: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и пусть за каждым твоим плохим поступком следует хороший, который загладит предыдущий». Механизм ответной реакции дофамина основан на мотивации. Совершение хорошего поступка после плохого создаст новые поступки, новые действия, новые нейропути, вкладывая позитивные вещи в ваш мозг. Это нейтрализует выработку негативного дофамина, возникшего вследствие просмотра порнографии, и заменит его положительным дофамином. Порнозависящие смотрят порнографию, чтобы чувствовать себя хорошо. Чрезмерная выработка дофамина от просмотра порно воздействует на вашу мотивацию. Порнография демотивирует вас от совершения чего-либо другого и способствует потере вами вашей самооценки и уверенности. Поэтому единственное, что вас мотивирует, это просмотр порно, а все остальное вас демотивирует. В результате у вас снижается мотивация. Терапевты описывают это как туман в голове, неспособность думать разумно. А Аллах описывает это как хамар, одурманивающие вещества, затуманивающие разум. Когда вы отходите от просмотра порнографии, у вас бывают те же симптомы, что и после отхождения от наркотиков и алкоголя. У вас ощущение, что вы хотите вернуться. Ваш мозг начинает зависеть от выброса этого дофамина. Поэтому вам нужно противостоять этому. А для этого вам нужно создать новый нейропуть у себя в мозгу. Когда вы перестаете использовать нейропути, то вы теряете их. Поэтому если перестанете смотреть порно, то перестанете использовать те нейропути, которые возникли вследствие просмотра порно. Но они все еще в спячке. Для того, чтобы все это сработало, вам нужно использовать нейропути, совершая что-то еще, к примеру, ходить в спортзал, питаться здоровой пищей и так далее. Если вы сильно зависите
независимый, то хорошим началом было бы уничтожить проблему, избавившись от интернета в вашем доме. Шаги по сохранению ваших детей. Многие подростки смотрят порно в своих телефонах. Исследования показывают, что 10 из 9 мальчиков приобщаются к порнографии до 18 лет. 6 из 10 девочек приобщаются к порнографии в возрасте до 18 лет. 71% подростков скрывают свое поведение в интернете от родителей. 28% 16-17-летних непреднамеренно приобщились к порнографии в интернете. Существует разнообразие программного обеспечения и доступных методов, которые могут фильтровать вещи определенного содержания до того, как они попадут в ваш компьютер. Вот несколько вещей, делая которые вы можете защитить себя и свои семьи. Первое. Установите программу родительского контроля на все свои компьютеры. Это сетевой защитный фильтр, который заблокирует порнографию. Есть множество бесплатных программ, доступных для телефонов, планшетов и ноутбуков и так далее. Убедитесь, что используете программу родительского контроля, которую нелегко взломать. Большинство используют пароль, известный только родителям. Просто задайте поиск в интернете «программа родительского контроля». Мы добавили несколько ссылок в описании этого видео. Второе. Позвоните вашему интернет-провайдеру и скажите им заблокировать порнографию на вашем интернет-соединении. Третье. Теперь вы можете заблокировать порнографию во многих беспроводных интернет-роутерах из узла, имея доступ к установкам родительского контроля через хабы и роутеры. Это остановит любого, кто использует ваш беспроводной или проводной интернет от просмотра порно. Просто позвоните в службу поддержки вашего провайдера для дальнейшей помощи. Четвертое. Держите компьютер в зале, где его использование может контролироваться. Пятое. Родителям следует контролировать компьютер, установив на него пароль. Шестое. Не позволяйте своим детям иметь безлимитный доступ к Wi-Fi на их телефонах, планшетах и компьютерах. Пожалуйста, обратите внимание. В каждой стране провайдеры интернета и телефонных сетей отличаются относительно поддержки и помощи с настройками ваших телефонов, хабов и роутеров. Поэтому, возможно, вам самим следует настроить все. Вы всегда можете получить помощь из местного компьютерного магазина. Защитите свои семьи от порнографии, пока еще не поздно.